истоки мироздания и души, единство гор и буйство океанов, словесную руду ты заложил, и любовь в цемент, лекарство от изъянов. И единство слова с мудростью Творца в порыве страсти выплеснуто миру у светлого небесного конца апрельской ночью. Аккорд капели, нетерпение руки, листы бумаги, таинство строки, едва ли знал ты, оставался месяц. Как тяжело рождаются стихи, светлеет мир, когда кричит младенец. Есть истинная правда бытия, юдоль поэта, и вода, и пламя. Прощаемся с тобой навсегда. Ты с нами, Леша, всей душой ты с нами. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Слово Андрею Попову. Дело идет к концу. Мне не сказала Родина, ты нужен, а я готов ответить был, так точно. Не стал бы думать, как тебе послужишь, когда душе прислуживаться тошно. Когда мои намерения благие, дорогой станут в сточную канаву, в хроническую мглу и ностальгию, и в кровную обиду за державу. А ты, мой брат, а ты, мой ворон черный, упрямый и любезный, как нарочно, какой отчизне служишь непритворно, когда душе прислуживаться тошно. Эпиграф из Павла Когана. Я с детства угол рисовал. Я рисовал с большой натугой. Зачем ты рисовал овал, когда все рисовали угол? И снова и рыбу плохо рисовал. Сжимался я от строгих взглядов, от ироничной похвалы, когда меня всем детским садом учили рисовать углы. Как разложить листы на парте, как не должна дрожать рука, как не воспитывать характер, не на примере колобка. Но видел я не задаваком, лишь огорчению своему. Стоял в углу и громко плакал, что их искусство не пойму. Дня смерти я не ведаю, а тут стал плотника просить, чтоб сделал гроб. Попросишь впрок, потом сиди уныл, гроб принесли, а умирать нет сил. Не вышел срок, об этом не узнав, в квартире будет гроб стоять как шкаф, и без него достаточно проблем, что умирать не хочется совсем. Поэт далеко заводит речь, удобный гроб, никто не хочет лечь. Соседу не предложишь, например, удобный гроб, и твой как раз размер. Не станешь уговаривать гостей, удобный гроб возьмите, вам нужнее. Если даже редкому хмурю от сердца скажешь, гроб тебе даю, тот не возьмет и будет возмущен. В гроб такую щедрость видел он. Последние новости. Взорвали мост, теперь опять на базе. Французы обещали сжечь Москву. Еще посмотрим. Скорострельный лазер я снял с плеча и положил в траву. Ни аспирина и не аусвайса, травы по пояс, только не курю. Карательный отряд АГ Чубайса нас обещал повесить к ноябрю. Но Гиркин приказал, нельзя сдаваться, связного отыскать, звонить в риском, а сам пошел допрашивать китайца, не ладившего с русским языком. Вверх по мизине есть скиты Каддафи, партийный схрон, перезимуем там, а летом, да пошли они все нафиг, Полтавский полк, Великий Куртистан. Нам обещали визы и медали, и Третий Рим, и комплексный обед. И дождь пошел, китайцы расстреляли. Минировать болото смысла нет. Божий человек. На северном просторе, где каждый день зима, себя он бросил горе от гордого ума. Он может спать в трущобе, раздеться догола. Оставил он в сугробе разумные дела. Нет больше ни полушки, за странной душой расстроились психушки, неизлечим больной. Такому по природе помочь нельзя уже. Он чокнулся, юродил, безумен и блажен, не соблюдает правил, чужие знает сны, молитвою избавил от ядерной войны.
от сбоя генотипа, от уличной пивной, от мирового гриппа и язвы моровой. И всем сказал: молитесь, молитесь посильнее от яростных событий и от трагичных дней, иначе возвратится великая беда. Молитесь, психбольница, Сбербанка и Минтруда. Не то увидим вскоре, что мир ревнив весьма к живущим на просторе, где каждый день зима. Браво. Андрей, не торопись, немножко торопишься. Узор авианосца. Мороз рисует на окне то БТР, то бомбовоз, по всем приметам быть в войне суровой, как мороз. Сначала полыхнет Донбасс, а может быть Афганистан, поскольку людям нужен газ, нужны боксит и уран. Но чтобы праведный народ постиг трагический размах, расскажут: никаких свобод нет на Курильских островах. Без Кока-Колы спят Таймыр и дрессированный медведь. Не сможет просвещенный мир такие дикости терпеть. За это точно полетят ракета, бомба и снаряд на Итурук и детский сад, либо завод и интернат. Увидим на своем веку нас возвращающий обман, как реки крови потекут, прав человека океан. Медведь не выбежит, взамен придут гранаты и фугас, а виноваты молибден, палладий, никель и алмаз. Смурные пятна на луче, смурные люди на земле. Морозит, видно, быть в войне, авианосец на стекле. Мне ничего не надо от страны. Я и жена привыкли ко всему. Мои стихи, кому они нужны? Да никому, пожалуй, никому. Зачем ищу слова, не зная сна, как костыли безногий инвалид? Привыкла ко всему, и спит жена, и как страна, с ней рядом кошка спит. Пустили слух, что умер Бог. В восторге десятки независимых газет об этом пишут. И сказал Георгий Иванов: хорошо, что Бога нет. Забавно, это модным министрелям и разным социальным докторам нет больше Бога. В Бутове расстрелян и продан за границу, как уран. Волнуются московские предместья, Алтайский край, Владимирский Централ. Чего шумят? Мы знаем, Бог воскреснет. Он для того всегда и умирал. Новый год. Еще один. Как близок. Дед Мороз опять стрижет усы. Хмуро выключаю телевизор и гляжу, как движутся часы. Слишком много декабря и речи, слишком много знаков и примет. И я шагаю Господу навстречу. Мне уже 6-й десяток лет. В декабре на сердце сны и страхи. Тьма, как в телевизоре в окне. Нос и ходы, говорят монахи. Ангелы на нашей стороне. Изгнание, утраты и болезни, позор и даже смертный приговор — все для стихов становится полезней. Что уточняет сердце и простор? Беда и одиночество. Все, кстати, все подойдет для созревания слов. Меняется, как небо, созерцатель судьбы и быта местный философ. Он может все, когда страна немеет, и превращает осень в цвет строка. Отчаяние, ямбы и хореи несет, как лодки времени река. Молчит погода, счастье льет посуду. Весенний день не понимает нас, но искренним словам доступно чудо. Любое чудо, самый